Здравствуйте! В эфире новости телеканала Тува-24. В студии Айдана Хувалых. И сегодня в выпуске. Владислав Хувалых подвел итоги участия в 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Стартовал первый фестиваль тувинского шаманизма «Тунгур» имени Мангуша Кенин Лобсана. В Агдувураке капитально ремонтируют школу и строят детский сад. Для студенческих отрядов Тувы начался третий трудовой сезон. Глава Тувы подвел итоги участия делегации Тувы на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Владислав Хувалых обсудил вопросы энергоснабжения республики с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. В рамках реализации комплексного плана энергоснабжения инвестпроектов Тувы начато проектирование линий электросетей. Разработаны варианты прохождения трассы ЛЭП до Аксуга в Тоджинском районе. Намечена реконструкция подстанции в Кызыле на 220 киловатт. В ходе встречи обсудили также вопрос строительства электролиний до Мунгунтайги и села Кунгуртук в Тарахольском Кажуне. В Агдувураке в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и национального проекта «Демография» идет капитальный ремонт школы и строится ясли-сад. О том, как проходят работы, с места событий передает Айрасат. Замена кровли, внутренней и отделочной работы и обновление отопительной системы. В первой школе Агдувурака даже в выходной день работа начинается с раннего утра. Только и слышен звук строительных инструментов. Капитальный ремонт в здании 56-го года постройки проводит впервые. Все это в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Окна меняем, двери. Полностью поменяли отопительную систему. Малярная работа, можно сказать, так уже сейчас процент 60 готово. И полы уже частично поменяли, только осталось коридоры, плитка уложить. Работа начата в апреле текущего года. Задействовано более 50 человек. Не остались в стороне и студенческие отряды. Я студент Агдувуракского горного техникума. Для нас это хороший опыт и способ заработать деньги. Для нас, молодых, эти знания всегда пригодятся. В Агдувуракской школе учатся 835 школьников. С нового учебного года обновленное и отремонтированное здание распахнет свои двери. До сих пор ни разу не делан капитальный ремонт. Это первый наш капитальный ремонт. Со следующего учебного года у нас выделены средства не только на материально-техническую базу, но и средства на повышение квалификации учителей. Завершение капитального ремонта с нетерпением ждут и родители. У меня муж обучался в этой школе. Закончил ее в 1987 году. И сейчас мои дети обучаются тоже в этой школе. У нас 3 детей, 2 из них обучаются здесь. И когда нам сказали, что будет капитальный ремонт, мы, родители и родительские комитеты, были очень этому рады, так как мы хотим, чтобы наши дети учились в хороших условиях, чтобы были компьютеры, новое оборудование. Это все нужно для наших детей. А это детский ясли-сад на 60 мест. По паспорту объект должны сдать в декабре этого года, но работы идут с опережением. Детский сад возводят 63 рабочих, большинство из них местные жители. Фасад полностью сделан, отделочная работа тоже сделана. Осталась покраска, керамические плитки положить. Инженерные сети, отопление, водоснабжение, канализации, внутреннее все сделано. Строительство детского сада началось в сентябре прошлого года. Внутри были проделана система отопления, канализация, электрика осталась. Там работа на 5 дней осталась. Работы планируют завершить уже в июле текущего года. Добавим, что в Туве в этом году капитально отремонтируют 26 школ. Кроме этого, будет обновлена и их материально-техническая база. Айраса Шолбамагужа Заматочур, Тува-24. Сегодня в этнокультурном комплексе «Алданбулак» состоялось торжественное открытие первого фестиваля тувинского шаманизма «Тунгур» имени Мангуша Кенина Лобсана. О мастер-классах и обрядах первого дня Эрес Мангуш. Первый день фестиваля был насыщен лекциями, мастер-классами, был проведен круглый стол по теме «Шаманизм в Туве». В завершении дня участникам фестиваля покажут фильмы о шаманизме.
Фестиваль же как раз вот в честь Килиновсана, вот это как раз при правительстве. Там обсуждали вот это проводить фестиваль, не симпозиум, получается, фестиваль. Фестиваль проводить. А вот, и общий симпозиум я уже 3 раза проводил в 93-м и 3-м году. Международный симпозиум шамановитов. А здесь у нас как раз эта идея была, вот это фестиваль шаманистов, тоже очень интересно. Вот. На фестиваль имени Мангуша Калин-Лапсана приехали представители шаманских обществ сибирских регионов – Москвы, Якутии, Бурятии и даже из Монголии. Были представители из Сумона Сенгел, в котором проживают тувинцы. В Туву мы приехали представить организацию нашу Тенгри-Угер, также познакомиться с культурой тувинского шаманизма, то есть в рамках обучения нам дают. Также здесь шаманы присутствуют и Хакасия, и Алтай, познакомиться, узнать. Тут очень много различных семинаров будет интересных, то есть подчеркнуть для себя новой информации. В программу фестиваля также включены верховая езда на оленях и яках, ярмарка «Город мастеров», фудкорт, туристическая выставка, фотовыставка о Мангуше Калин-Лапсане, чум-музей о быте тувинцев-тоджинцев, юрта-музей шаманизма и конкурс «Таинственный ящик». Арес Мангуш, Шолбан Мангуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Старт трудового семестра по традиции был дан на столичной площади Победы. В этом году Тувинское региональное отделение российских студенческих отрядов отмечает 10 лет со дня создания. В какие уголки страны отправятся студенты Туву в этом году? Смотрите далее. Студенческие отряды – это возможность поработать на самых масштабных объектах страны, приобрести уникальный опыт и настоящих друзей. Сегодня в Тувгу действуют 11 отрядов разной направленности – педагогические, строительные, экологические, спасательные, сельскохозяйственные, сервисные, путинные, которые объединяют 243 бойца. Мы едем, получается, этим летом в Крым, на отель, получается, Пальмира называется. Вот. Будем работать официантами, получается, поварами, горничными, ну и всякими сервисными такими вот работами. До этого именно сервисно мы не выезжали. Я сам лично работал в педагогическом отряде, вожатым, получается, ВДЦ-смена в Анапе, который всю дорогу оплачивает наш университет, получается. Почетные гости и работодатели выразили добрые наставления и мотивировали бойцов студотрядов. На сегодняшний день студенческие отряды Тувы являются одними из самых крупных молодежных общественных организаций на территории республики. Вклад студенческих отрядов в развитие экономики огромный, потому что они создают временную занятость студенческой молодежи. У бойцов студенческих отрядов есть огромный спектр возможностей и мир, и Россию посмотреть, и принять участие в трудовой деятельности. Педагогические отряды «Авокадо» и «Взлет» Тувгу будут трудиться во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Сервисный отряд «Атланта» поедет в Крым работать на благоустройстве территории отеля и на сборе урожая фруктов. Путинный отряд «Феникс» Тувгу традиционно отправится в Камчатский край. В прошлом году мы ездили на трудовой проект «Камчатка-2021». Из нашей республики поехали 16 человек. Мы, получается, работали на разных позициях, там заморозка, разделка и корный цех и так далее. Вот, по итогу трудового проекта я стала лучшим командиром, мой отряд стал лучшим отрядом по комиссарской деятельности. И также у меня были бойцы, которые получили памятные подарки от завода. Это, получается, там iPhone 13 и дорогие часы. Именно я заработала где-то 116 тысяч. 1,5 месяца, я бы сказала. Кроме Тувгу были представлены и отряды кызылских техникумов. В этом году 129 бойцов студотрядов из 16 техникумов примут участие в капремонте 22 школ республики. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Тувы Мерген Дагба в преддверии предстоящего отопительного сезона проинспектировал объекты Шаганара и Агдовурака. О результатах рабочей поездки расскажет Айра Асад. Управляющая компания ТЭК-4 эксплуатирует 4 участка. Самый крупный из них – Агдовуракский. Профильная организация к ремонту приступила еще в мае. Работы идут по графику. Сейчас рабочие трудятся над капитальным ремонтом 6-го котла. Идет замена экономайзера. На ремонтную кампанию запланировано 90 миллионов рублей. Капитальный ремонт основного оборудования в котельной Агдовуракского участка обеспечивается профильной организацией «Энергоремонт» по итогам конкурсных процедур. Котельные установки номер 8, номер 6. В целом работы идут по графику. К работам приступили в мае после завершения отопительного сезона.
основные такие мероприятия – это ремонт 6-го котла. И когда там закончат, еще определенная работа будет по котлу номер 8. Замена боковых экранных поверхностей. На объекте уже выполнен ремонт кровли. Общая площадь более 1200 квадратных метров. Дальнейшая у нас замена пароперегревателя на 6-м котле и замена газоходов от котла до дымососа. Последний раз меняли экономайзер в 2000 году. Это уже прошло 22 года на экономайзере. А пароперегреватель каждые 8 лет. А здесь мы последний раз меняли в 2010 году. То есть 12 лет пароперегреватель отслужил, появились свищи, разрывы на камере, то есть 100% замена. По подготовке к отопительному периоду 2022-2023 года в городе Агдаураке из 2 управляющих компаний имеется 52 мероприятий по подготовке к отопительному периоду. В настоящее время готовность составляет 38%. В ходе проведения гидравлических испытаний в Шаганаре был выявлен прорыв трубопровода. Причина – высокая изношенность. По настоящее время работы идут, все материалы привезены, все заготовки сделаны. В среду закончат работы по замене компенсатора. Министр топлива и энергетики республики с инспекцией в Шаганар приезжает уже не в первый раз, ведь вопросы подготовки к зиме на личном контроле главы республики Владислава Ховалыга. В Шаганаре тот проблемный участок уже ремонтироваться начался, скоро закроет и проезд обеспечим. По котельной города Агдаурака ремонт ведется, и сейчас один вопрос по выделению денег, средств обеспечим, и работы также будут продолжаться и завершим. Работы продолжаются. В Агдаураке к предстоящему отопительному сезону запланировано провести свыше 50 мероприятий. Айраса Шалбамангуш, Азамат Точур, Тува-24. С 27 июня по 2 июля в Туве будет работать выездная комиссия военных вузов. На стадионе пятилетия Советской Тувы будет сдача нормативов по физической подготовке. А в Тувинском госуниверситете кандидаты пройдут профессионально-психологический отбор в виде тестирования. Подробная информация на официальном сайте Минобороны России в разделе «Образование». Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.